Ну, вчера был такой бенефис на самом деле нашего президента Токаева в рамках Петербургского экономического форума. И, конечно же, очень приятно было смотреть на то, как наш глава государства буквально размазывает по стенке всю эту питерскую шпану на ее родине. Я говорю о Путине конкретно. И я, как толмач известный, попытаюсь перевести с дипломатического интеллигентного языка нашего президента на уркаганский, к которому привыкли Путин и вся его шпана. Так вот, когда наш президент говорил о том, что мы не признаем ЛНР и ДНР, он хотел сказать буквально: идите в сказочные фантастические ебеня со своими ЛНР и ДНР, потому что не пройдет и года, как они вернутся в родную украинскую гавань. И когда наш президент говорил о том, что в Казахстане очень зрелое гражданское общество, которое по-разному реагирует на то, что Россия вытворяет в Украине, он не досказал о том, что 75% как минимум казахов и казахстанцев на стороне Украины, переживают за Украину и ждут победы Украины над оккупантами из России. Потому что эти 75% казахов и казахстанцев прекрасно понимают, что следующей жертвой вполне может стать Казахстан. И сегодня украинцы проливают свою кровь и погибают не только за Украину, но и за будущее нашей страны, Казахстана. Но понятно, что Путин, конечно же, очень был зол, ковырялся в носу. И, конечно же, уровень его интеллектуально не позволяет ему на том же высоком уровне парировать то, что говорил Токаев, поэтому ему не осталось ничего, как коверкать в очередной раз имя и отчество нашего президента. Это такая мелкая, такая уркаганская месть. Еще более меня, конечно, удивила реакция Рамзана Кадырова, да, который привык там, по поводу и без поводу выходить в свои социальные сети там, и наезжать на кого-то. Да. Слушай, Рамзан Ахматович, мы уже много раз слышали, как ты за 2 дня взял Киев. Уже, наверное, скоро будет 150 дней, как ты и твои гвардейцы взяли Киев за 2 дня. И с какого перепугу ты решил, что ты имеешь право наезжать на казахов? Прежде чем наезжать на казахов, дорогой мой Рамзан, ты спроси у своих старейшин, большинство из которых родились, выросли и вообще физически выжили благодаря казахам и священной казахской земле. Кто ты такой, чтобы наезжать на казахов? Если ты не знаешь ответа на этот вопрос, ты хотя бы спроси у своих кентов, казахов, какое их у тебя много. Спроси у них, кто такой я. Спроси, есть ли еще батыры у казахов. И я надеюсь, больше ты не будешь свой рот открывать в отношении моей страны и моей национальности. Вот на сегодняшний день все, что я хотел сказать о Питерском экономическом форуме и бенефисе нашего президента. Слава Украине, слава Казахстану!